Американка Хейли Уильямс прибыла в Ухту в воскресенье, а уже следующим утром вышла на ухтинский лед. Спортивный клуб «Горный» провел накануне первую тренировку с новым игроком. Это хрупкая и миловидная девушка – одна из двух иностранных спортсменок, которые теперь будут защищать цвета команды. Причем уже совсем скоро. До первой игры в новом сезоне остается всего 6 дней. Игроки в полной боевой готовности. В составе новички не только из-за пределов родины, но и из других городов России. В этом сезоне «Горный» расстался с 4 игроками и приобрел 5 новых. Самая опытная из них – Анастасия Смирнова. Защитник 12 лет играла в составе «Скифа», а теперь должна усилить линию обороны команды здесь. Девушке достался ответственный пост ассистента капитана. Помимо спортивного амплуа, задача опытного игрока – привить клубу полезный навык. Научить немного быть взрослее все-таки, да. Чтобы молодость, но все-таки какой-то опыт нужен. Анастасия замечает, для себя планку результатов обычно ставит раз в 10 выше возможного. Постоянно перепрыгивая одну и ту же, стоишь на месте. Эта позиция прекрасно сочетается с установкой нового тренера Владимира Малмыгина. Клуб намерен бороться никак не меньше, чем за победу в чемпионате, опровергая результаты прошлых лет. Для этого сейчас в клубе помимо обязательных тренировок существенно усилили теоретическую подготовку. Здесь знают, первый бой, он трудный самый. Самый тяжелый будет первый матч. Так как у нас переход матч штрафа с того сезона на этот перешел на Ганееву, Верховцеву. И немаловажный вопрос, успеет ли у нас получить визу, так скажем, Татьяна Рафтер. Действительно, одна из двух легионеров, канадка Татьяна Рафтер, пока отсутствует, а вот Хейли Уильямс уже осваивается на новом для себя месте. 28-летняя гостья из Северной Америки впервые играет в России. До прибытия выступала за клуб Торонто. Отличительная черта форварда – скорость. В этой связи она высоко оценивает особенности своей новой команды. Что я видел, команда есть очень хорошая скорость. Вчера мы были на тренировке, она заметила очень хорошие руки, несколько хоккеистов, особенно там один игрок сборной команды, защитник. И она думает, что она и Татьяна, которая скоро будет из Канады, будет хороший плюс за вашу команду, потому что они оба имеют хорошую скорость, да? Но заметили, вчера она сказала, команда хорошая скорость, будет интересно для нас играть с ними. Часть игроков «Горного» ранее Арктика играют в Ухте с самого момента основания клуба. Переезд в другой город не всегда только перспективы. Так, например, капитану команды Лиане Ганеевой даже жаль покидать «Жемчужину Севера». Ведь здесь и уютно, и было все необходимое для тренировок. А еще и своя команда поддержки, которой в Санкт-Петербурге на первых порах будет очень не хватать. У нас, наверное, в Ухте больше болельщиков, чем в других клубах. И это очень радует, а не так, как там пару человек сидит и, не знаю, скучновато так играть. Когда болельщика, это уже больше энергии, больше эмоций. Первый матч клуб проведет 17 сентября на выезде, а с 23-го часть игр будет проведена на домашнем льду в Ледовом дворце имени Сергея Капустина. Ориентировочно их будет 9, так что у ухтинцев еще есть возможность поболеть за своих девчонок. Ведь уже в ноябре все они дружно переедут на новый адрес – в Санкт-Петербург. Олег Исмаилов, Павел Лагутин, Юрган, Ухта.